Всем привет. Так, сейчас Татьяна после окончания моего курса, после того, как 1,5 месяца отучившись у меня, м, поделиться с вами, поделиться, да, правильно будет, поделиться с вами своими впечатлениями. Так, Татьяна, расскажите мне, до этого сколько учились, где, ладно, не говорим, сколько учились, у скольких учились, да, и потом у меня 1,5 месяца учились. До вашего курса в общей сложности, наверное, где-то полгода занималась. Это в течение 2 лет с перерывом, с 2 разными преподавателями. Мгм. Так, у меня учились 1,5 месяца, результаты мы сейчас видели. Так, результаты, то, что было до, будем вставлять или не будем вставлять? Если скажете «да», выставим, если нет, не будем вставлять. Не знаю, ну, может, не надо. Не надо? Все хорошо. Если вы скажете «не надо», не надо. Все, не надо. Так, у вас получается почти нулевой уровень был. Так, вы не умели спрягать по падежам, Вообще. глаголы. Вы не умели склонять по падежам. Так, вы умели, я помню, знаю, это притяжательное окончание вы знали, Да. насколько мне помнится, по крайней мере. Так, что у нас осталось-то? Вроде все. Так, ну, так как о себе рассказать вы не могли, о своей повседневной жизни, о своей семье рассказать, вот так вот пересказывать закрытыми глазами, вот, чтобы люди видели, мы специально закрыли глаза, вот так вот не могли. Так, теперь такой вопрос. Что понравилось, что не понравилось? По методике своими словами, не волнуйтесь, не торопитесь. Понравилась ваша методика, вот, то, что вы собрали в своей методике самое основное. Мгм. И так ее интересно скомпоновали, и так ее донесли, что это все стало понятно. Самое простое, самое необходимое. И плюс еще то, что, конечно, вы прям старались очень, по-моему, даже заставляли нас учить. Вот, чтобы, Да, было. да, Признаю, Татьяна, признаю. не давали расслабиться, заставляли прям выучить. Поэтому результат есть. А если бы просто дали и все, то, наверное, результата бы не было. Нет, Татьяна, посмотрите, если бы вот так вот не заставлять на уроках, да, не тренироваться, да, обучаться, исправлять произношение, исправлять чтение, да, то вряд ли такого результата мы бы добились, если бы я просто вам дал бы грамматику, ознакомил бы темой и отпустил бы домой. Вот как думаете, если бы мы не занимались, в общем, на занятиях практически 90% времени? Да, тогда бы вся ваша эта методика не дала бы результата. И Потому что, даже и эта методика, да, не дала бы результатов. ну, если человек самоорганизованный, если он будет дома заниматься, чтобы к уроку прийти уже подготовленному полностью, то методика очень классная. Мгм. Ну, как Теперь правило, все же очень заняты, всем некогда. А здесь, если все уже даже взрослые. если не успел подготовиться к уроку, то придется на уроке это все равно отрабатывать на занятии. К счастью, к счастью. Да, Так, спасибо. теперь посмотрите, получается, мы понедельник у нас занятия, вторник, среда, четверг, ну почти, считайте, 3 дня у нас было. Но на 4-й день, получается, приходили и учились здесь практически теорию и практику. Но между понедельником и четвергом вы сколько дней и по сколько раз занимались? Ну, когда получаешь 2 дня, в среду и в четверг перед занятием, или во вторник и в среду, а
потом перед занятием не получалось. Ну, где-то в среднем, где-то по полчаса, по 40 минут. Теперь последний главный вопрос. Ну, там у меня в Инстаграме только выставлена вся информация. Там видно, что у меня отзывов нету. Я там открыто говорю, это новая методика, авторская, уникальная. Вот что из всего этого вас привлекло, вы, зная то, что у меня отзывов нету, зная то, что я не учитель казахского языка, что вас привлекло, почему вы мне деньги заплатили, почему пришли и начали учиться, почему вот 1,5 месяца так и учились и до конца дошли. Вот это мне интересно. Заинтересовало вот именно то, что вы сказали, что это новая и авторская методика. И потом вы же там свою племянницу показали, что вот вы как бы на Что себе и на племянницу свою вы там показывали. на себе и Да, да, и на племянницу, да. смотрели, да, все-таки? Ну, Мой неумелый да. снимок Но первый. все равно, ну, зато это видно, что это все естественно. Да? Значит, это на самом деле стало просто интересно, Спасибо. да. Попробовать еще раз, попытаться еще раз изучить Спасибо. азы казахского языка. Ну, в общем, я очень рада, что я попала к вам на курс, потому что вот это вот ваша, можно сказать, гениальная таблица по спряжению глаголов. Понравилось, да? Помогло? Да, да, очень помогло. Рад, очень рад. Я И, тоже очень рад, что вы ко мне попали. да, и склонение по падежам тоже очень вы так доступно это все объяснили, так это все объединено и так объяснено, что теперь даже не составляет труда понять, что это кто-то с кем-то или откуда, или куда. Ну, там уже видно же, да, как они друг от друга отличаются. Утвердительная форма во всех временах как отличается друг от друга. Вопросительная форма чем отличается. Отрицательная форма преобразования как чем и отличается. Да. Рад, что все это помогло. Это очень рада. Так, в дальнейшем не перестаем заниматься, не оставляем. Так, инструкцию вы уже получили в таком же духе, в таком же темпе, помаленьку увеличиваем свой словарный запас, улучшаем свое произношение потихоньку, малыми порциями. Непонятные вопросы задаем ко мне чат, в общий чат. Хорошо? Хорошо. Удачи вам. Удачи. Спасибо большое. За Спасибо отзыв, большое. спасибо. За вот это интервью, спасибо, что поделились со своими Вам впечатлениями. спасибо за ваш колоссальный труд, поскольку вы с нами занимались подолгу, пока до нас это все не дойдет. Это отдельная история, и мы не будем пугать людей, сколько мы занимались. Как мы занимались, не будем никому не говорить, пусть сами приходят и сами попробуют. Попробуйте. А мы молодцы, да? Спасибо. А мы все-таки дошли до конца. До конца, да. Надеюсь, это поможет и мне, и тем, кто захотят в будущем начать говорить на казахском языке. Мы только начали говорить. И постепенно будем увеличивать. Так, спряжение глаголов, умение спрягать глаголы, умение склонять по падежам, умение использовать притяжательное окончание, это нам дало начать говорить на казахском. Наша задача теперь, у нас есть определенный словарный запас, наша задача теперь потихоньку увеличивать, не торопясь, не мучая себя, не изнуряя себя, увеличить потихоньку словарный запас и потихоньку
увеличивать, улучшать произношение до идеала. Ну, это придет уже со временем. Сейчас уже попрощаемся со всеми. Завершаем. Спасибо, Татьяна. Вам спасибо большое, Жень, за вашу методику, за ваш труд. Спасибо. Спасибо.